Нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекрестных железных дорог. Есть целое небо, нечем дышать, здесь тесно. Я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекрестных железных дорог. Нарушены правила в нашей игре. Я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 своих цифр помнит твой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь — это слово похоже на ложь, пришитая к коже. Дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать кран. Любовь — режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом, и двое, что все еще спят там вдвоем на улице Сакаванцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь — это то, в чем я прав и не прав, и только любовь дает мне на это права. Любовь как курант отставших часов и стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекрестных железных. Рок. Музыкальная культура, возникшая в конце 50-х годов и охватившая весь мир, покорила не одно поколение наших родителей и не одно поколение нашей молодежи. С хитами классики мировой рок-музыки Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, Doors знаком каждый интеллигентный человек. Русский рок – явление уникальное. Слова песен групп «Машина времени», Агата Кристи, кино и прочих знакомы каждому практически с детства. А слова из песни группы «Ария» «Я свободен» стали практически лейтмотивом русского рока. Рокеры, они всегда стремились к свободе. Своей музыкой, поведением, одеждой. За все время своего существования рокеры всегда бросали вызов жестким рамкам современного общества. На Северном же Кавказе бросить вызов традиционным устоям сложнее в несколько раз. Сложившиеся веками обычаи требуют от молодого человека твердого подчинения культуре каждого кавказского народа. Однако, несмотря на это, смельчаки, готовые встать и прямо высказать свое мнение, всегда находятся. В Северной Осетии рок существует на протяжении уже более 30 лет. Некоторые группы вспыхивают и сгорают за несколько месяцев, некоторые существуют годами. Тибериум, Лукаут, глюконат кальция, шоковая терапия и некоторые другие живут рядом друг с другом бок о бок уже несколько лет. Несмотря на отсутствие постоянных точек для репетиций, нехватки времени на них и неизменного состава группы, рок в Северной Осетии все-таки существует. Хоть у концертов в нашей республике и нет четкого графика, рок всегда находит своих поклонников, причем как среди молодых последователей рок-культуры в возрасте 12-13 лет, так и среди динозавров 50-60. Так что рок в самой южной точке России продолжает жить, и ему еще есть куда развиваться. А главное, для чего?
заставило всех собраться в один коллектив? Ну, во-первых, мы все старые друзья. Вот, это Вахтанг, он играл в Blackout Force. Вот, он хорошо поет, хорошо играет на бас-гитаре. Вот, и старый друг. А это вот Грек. Он тоже переиграл во многих группах в той же шоковой терапии, в которой я сейчас играю. Потом Тибериум, кстати, тоже. Да? Основатель группы Тибериум. Основатель группы. Было время, даже немножко в Бороде поиграл. Да, и в Бороде, и в Злости тоже играл. То есть, я так понимаю, вы тут уже все давно в этой теме. Да, я сейчас хотел мысль договорить, это вырежешь, да, с этого момента начинаешь, значит, вставлять. Вот. А я играл тоже в Бороде и Злости 6 лет. Мы поехали в Москву, я ушел из группы, приехал на родину и вот собрал друзей. Теперь мы играем, наша группа называется God from the Machine. Вот. Запишем альбом. Не, Вахтанг, а вот как ты относишься к неформалам нашего города? Вообще ты относишься к неформалам нашего города? Или Я нет? сам? Да. Не, я к ним замечательно отношусь. Я их душевно очень люблю. Но сам я себя не назвал бы их представителем. Ну, То есть я ты- никогда в жизни себя не причислял никаким прослойкам там. Я обычный деревенский парень Из плоти и крови. из плоти и крови. То есть ты все-таки себя таким настоящим рокером считаешь, да? Ну, пусть другие меня считают. Я себя считаю музыкантом. Да, правильно. Я тоже могу ответить на этот вопрос. Тебя не спрашивали. Можно всех спросить, всех, кто не согласен. Ну ладно, садитесь, давайте серьезно ответим на вопрос. Это не надо вырезать, это очень хороший вопрос. Кстати, Рабочий такой. что, Как Грек заржал. что касается именно принадлежности к каким-то субкультурам, то ну, вообще-то мы все как бы в принципе в какой-то степени принадлежим. Мы как бы рокеры тоже считаем субкультура, правильно? Вот. И раньше кто-то из нас был блэкером, кто-то до сих пор остается им. Вот. Кто-то у нас альтернативщик, скажем, грек, например. Вот. Так что это не грех для нас, знаешь, принадлежать какой-то субкультуре. Это нормально. Ребята, а вообще на Кавказе он рок развивается или вот в каком-то... Очень медленно. Медленно. Ну, скажем так, он развивается, но развивается довольно малым таким составом. То есть есть люди, которые за это берутся, есть люди, которые хотят это поставить на ноги. Но в основном это больше, так скажем, те же самые неформалы, любители именно послушать. То есть таких людей много, а людей, которые действительно хотят поставить рок на ноги, точнее сказать, музыку эту на ноги, не так уж много. А в соседних республиках есть кто? В соседних республиках, вот как по недавнему опыту увидено, оказывается, есть и немало. Нальчика. В Нальчике, да, мы недавно играли концерт в Нальчике, оказывается, там музыка, точнее даже рок-музыка, на очень даже на достойном уровне. Да, андеграунд у них на уровне. На серьезном Мы уровне. приехали с такими впечатлениями. Такого Тот именно спонсор, те люди заинтересованы в этом, в том, чтобы открыть этот рок-клуб, чтобы он существовал. Ведь рок-клуб это не просто помещение, в которое придут люди, сядут или же будут стоять и слушать, наблюдать как бы за тем, как люди играют или что-то. Элементарно понадобится какие-то, так скажем, мелкие персоналы, то есть там будут столы, там какое-то заведение. Сделать это обычным помещением, гаражом, это, ну, как бы, это не совсем то, что считается клубом. Это можно тогда назвать одной большой революционной точкой. А если это клуб, то это должно быть заведением, проплачиваемым, там, скажем, чтобы человек мог прийти, сесть, допустим, выпить за счет, оплатить свой счет по выпивке или что-то такое. Просто если мы говорим о клубе, то мы говорим о нормальном клубе, а действительно о том, что называют клуб. Любой современный рок-клуб в любом городе предполагает именно такую, как бы, развитость. знаешь, Если все это будет как бы на уровне того, что мы будем скидываться собственными средствами, мы просто-напросто разоримся, это раз.
Во-вторых, мы как бы не банкиры, имеющие большие деньги или что там. Налоги, мелкие какие-то, скажем так, отплаты точнее затраты, которые у нас будут. Элементарно снятие того же помещения. Все это будет просто уходить в большую копейку. Плюс Саня сказал по поводу рекламы, приглашения групп. Это все просто уходит в деньги. Опять же, персонал, конечно. Все, что там будет находиться, это все покупать надо. Да. Все это покупать надо. Там, 50 копеек из истории. Здрасте, я Михаил Зилов. Я подсел на картофаны вот здесь рядом. Дело в том, что в Осетии все это уже было. Здесь очень было сильно развито рок-движение в конце 80-х. А после петербургского рок-клуба, тогда еще ленинградского, здесь был второй в СССР рок-клуб. А руководил им Владимир Стущенко. Вот их преподаватель в училище искусств. И значит что? Почва есть. В Осетии полно людей, слушающих рок. Лично вот, парни все правильно сказали. Я считаю, что база есть, и просто надо определиться с помещением, и все будет замечательно. То есть, как бы, люди тогда ходили, но это было в системе, это было не как... То есть, там был и бар, да, тоже, но это был ДК ВРЗ, вагоно-ремонтного завода, Дом культуры. И, в общем, и там собирались группы, они там репетировали. Там происходило все, в общем. Там были вип-базы, все выступали, репетировали. Вот если бы сейчас можно было что-нибудь такое, но опять же это финансовое вложение, конечно. В советское время было другое, это была база комсомола и прочее. И просто мы сейчас находимся в поиске, да. Мы ищем, главное не останавливаться и все. Те, кто, допустим, прекращает заниматься музыкой, спивается, там, играет по кабакам, как всякие там ах, какие женщины и прочие дела, это их проблема. Но, то есть, кто-то уезжает отсюда. Ну, лично мы осетины. Ну, вот у нас грек есть, но он тоже осетин. Да, то есть, как бы, мы выросли все здесь, наша любимая музыка рок, так уж сложилось, и нам не все равно, чем это всем здесь закончится, как это будет продолжаться. Главное, то есть, да, главное, да, вот главное, чтобы это все не закончилось. И останавливаться мы не собираемся, то есть будем делать. Все будет. Владимир Холстеев, это Дубинин, А я... Это у нас это Попов, это Вуди. Ребят, ну вот я знаю, вы в Нанчик ездили. Как вообще прошел ваш концерт? Как вас там приняли? Ну, какие отзывы? Чё? Будет расскажет особо восхищенный. Есть выражение по-братски. Вот прием был на самом деле братский. Кавказский. Да, настоящий вот кавказский братский прием. Ну, в Нальчике очень тоже давно все это развито, там очень много было команд всяких. Ну, молодые команды, которые нас пригласили, ну, то есть, ну там уже, да. То есть, сейчас заново скажу. То есть молодые команды. Там и молодые команды очень, то есть, все было здорово, все было на уровне. Парни играют, рубят металл так, как будто делают это в последний раз в жизни. И, конечно, все было здорово. Мы сыгрались, можно так сказать. И будем продолжать. Подружились с парнями тоже. Будем продолжать это делать дальше. В дальнейшем мы будем поддерживать связи и будем приглашать их на наши концерты сюда в Владикавказ. Потому что ребята реально очень экспрессивные все и талантливые, и реально есть что показать. Потому что у нас во Владикавказе такое положение, не очень много групп играют качественно. Знали вместе. Да. Долгих 4 года назад. Какой 4? Уже 6 лет назад. Теперь он 6 лет не существует. Я 6 очень лет назад. Нет, подробно знаю 5 биографию лет. этой группы. 5 лет. 5 лет, по-моему. Ну, 5 В общем, мы когда-то вместе начинали трамвайном депо, да, вместе начинали. По-моему, вместе улица репетировали. Пашковского, если не ошибаюсь. Все вместе делали, концерт вместе организовали, поэтому я бы хотел, вот с Греком мы хотели прилюдно выразить уважение Константину Топчиеву, нашему общему другу. очень Человек, уважаемый. который, скажем так, нам в свое время помог. Колонками. Не Это человек, один из немногих, который работает во благо рока в Осетии. Это местный Шевчук, можно сказать. И вообще я все эти 4 года или 5 лет, сколько они существуют, это моя любимая группа в этом городе. И я вот прилюдно на камеру хочу выразить свою любовь. То есть
Я всех песен, раньше, когда мы репетировали вместе, всех песен наизусть знал. То есть, А я до сих пор помню еще да, кое-что. То есть мы вот хотим общий салам передать Общий салам пацанам. Спасибо. Респект. Ты 4. Да я Это просто значит, тут это курить чем-то мне хочу всё время. напоминает это съемку. Я посмотрел сейчас инфест, И чё? видюшки. Блин, кайфовые ребята, мне такой грайндкор как раз нравится. Вот это то, что как раз самый кайф. Ну как бы расскажите про группу. Да здрасте для начала. Здрасте, да. Да что рассказывать? Я не знаю, что рассказывать. Нормально образовались, играем, воюем иногда сами с собой. Но весело, все равно весело. Скоро едем на фестиваль опять в очередной раз. Очень интересно будет. Сколько лет группа существует? Ну, 10 ноября 3 года будет. Не так много, 10 но ноября уже, будет глобальная пьянка. 10-го, да. Я не знаю, во что она выльется. Хотели, конечно, фест замутить, а тут не знаю, как получится. Фест это ж большие деньги, а их у нас тупо нет. А как стиль называется? Честно, я долго думал над этим вопросом, поскольку у нас 3 состава уже сменилось, надеюсь, больше не будет. Вот. И за вот это все время очень долго думали, как же все это безобразие обзывается, но на самом деле оно... Удиви меня. Танцевальный грайндкор, короче, так это называется. На самом деле, там от грайндкора только я, наверное. Остальное все от математики, от трэша, от того, от всего, от этого. Короче, намешано, мешанина. Я бы назвал это борщом, но борщ уже в Ставрополе есть. Хаотик. А альбомов сколько выпустили? Какие альбомы, вы что? Мы только трек первый записали. Одна один. первая запись и так кривоватая, ну, мы работаем над улучшением, так сказать. Будем дальше писаться сейчас. Должен приехать человек 20 числа, будем продолжать писанину нашу. А вот когда выпустим, тогда мы вам скажем обязательно об этом. В интернете, И во всяком покажем. случае, будет. Ну да, пока работа кипит над тем, чтобы как-то адекватно записаться, сделать что-то достойное. Ну не интересное. дешево это все. Не дешево, да? Конечно. По-любому денежки нет. Так оно сам издат, конечно, полный. Но барабаны по-любому надо писать в студии, а там это по-любому денежки. Не такие, может, великие, как там на профессиональных студиях где-нибудь в Финляндии, да, или еще где-нибудь. Хотя бы в Москве. Ну да, но уже интереснее, уже веселее, и, по крайней мере, качество значительно лучше, чем мы просто на точке записались бы. А так остальное пишем сами. Вот Женя, может быть, даже приколит парочкой видюшек с телефона, как мы писали первый трек, например. Да, Ну да, да. в принципе. Сейчас Особенно- на камеру показывать. А там ничего не увидим, Да, ничего. это нужно Нет, ну у отдельно. нас надо как бы дать временем сами чуть написать. ограничено, потому что мы торопимся. Чё, да еще увидимся. И это еще самое. Я хотел услышимся спросить, а по-любому. планы-то творческие как чё? Планы? Поставить после себя большую такую широкую полосу выжженной земли. Вот так. Желательно ее так вот зигзагами по всей нашей отчизне захватить Европу, неплохо было бы. Потом United States of Таки Америка, короче, тоже испепелить надо. Японию обязательно. Японию Китай. с Японой мамой тоже вообще по-страшному, Да, короче. и испепелить. было бы А неплохо, японцы, знаешь, кстати, там в любят. каких-нибудь Китай, странах. не знаю, в Китае нас не ЮАР выпустят. там, блин. М. что такое. Да, на Мадагаскаре неплохо было бы, там, говорят, пингвины отмороженные живут. Ну, это я в мультике видел. Ну ладно. А в остальном, ну не знаю, какие планы? Творить, двигаться дальше, расти хочется. Хочется делать такие вещи, которые еще до нас никто не делал, по-любому. Надо делать так, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Без толку.
Рустам, сколько ты уже музыкой занимаешься лет? Лично я занимаюсь где-то около 30 лет. 14-13 лет начал играть на гитаре, по сей день учусь. Группу собрал недавно, ну где-то первый состав появился года 2 назад. Ну, в связи с тем, что не все музыканты были адекватными, состав обновлялся. Очень надеюсь на то, что в нынешнем составе будем играть уже как бы долго и упорно. Потому что ребята попались хорошие, молодые. А в каком стиле играете? Ну, стиль свой мы называем бард-рок. Там у нас много чего. И тяжелое есть, и джазовые элементы классики, блюз, рок-н-ролл. Всего понемногу. Рок, он вот в каком контексте ложится с этой самой, с инструментами? Вообще бард-рок это как бы гитара одна. Ну, бард-рок почему? Потому что смысл текстов ну, как бы черпался из этого жанра, из бардовского движения. И много лет, сам много лет занимался именно авторской песней. Песен было написано много и начали их аранжировать. Приближенные уже к рок-н-роллу, к блюзу, к хард-року. Поэтому решили, что бард-рок. Яркие такие представители бард-рока это вот Башлачев Александр, Дягилева Янка. Это начало русского бард-рока. Это одиночные исполнения. От этого мы отошли уже. Вот я в данном случае отошел, потому что хотелось не просто что гитара, потому что как бы весь концерт под одну гитару, допустим, у нас концерт идет почти 2 часа. Поэтому мы решили использовать барабаны, синтезатор, бас-гитару. Ну, стиль не так, чтобы ярко обозначен именно бард-рок. Скорее всего, по звучанию, именно по аранжировке, это все-таки рок-н-ролл. Ну, в лучших традициях, в традициях 60-х, 70-х. Ну, изучаем еще и классику Баха, Моцарта, и как бы стараемся применять в гармонии какие-то классические элементы. Если говорить именно об основе рока, использование гаммы с 5 нот, что называется пентатоника, с этого начиналась рок-музыка. Ну, мы используем гаммы с пониженными, с повышенными ступенями. Это получается еще у нас немножко такой восточный уклон, поэтому и группа называется азимут-ист, ориентир восток. Ну и тексты тоже в основном почерпаны из чтения восточной литературы. Хайям, Мирза Шафи, вот такие вот древние персидские восточные поэты. А вообще эта тема у нас бард-рока, она востребована. Находите своего слушателя? Ну, во всяком случае, вот за те несколько концертов, что мы уже успели здесь дать, здесь у нас уже есть слушатели. Не так, чтобы там сразу стадионы собирать, нет, конечно. Ну вот на Калвин-Водах у нас есть свои зрители, как бы, которые звонят, спрашивают, когда, где. Ну что ж, пожелаю творческих успехов. Спасибо. Спасибо вам. В короткий час дождю весенним сродни уходят лучшие от нас, то из друзей, то из родни. И 1000 лет, как знает свет, про яркий после жизни след, про память вечную и пух, про тело и блаженный дух. Но боль сильней всех аксиом, и вместо речи лезет бред,
а вместо сердца метроном. И меркнет, меркнет этот свет. По свету бродят упыри, убийцы, пьянь и подлецы, здоровьем, как богатыри, разносят грязь во все концы. О справедливости здесь речь, но гневом правды не извлечь. Господь высок, ему видней, кого избавить от страстей. Но боль сильней всех аксиом, и вместо речи лезет бред, а вместо сердца метроном. И меркнет, меркнет этот свет. Нам думать надо о себе, о том, как дальше будем жить, чтоб как-то в ночь наедине себя никчемных не казнить. За то, что в битве за мираж, в ущерб любимым за фураж, о чем-то главном не сказал, не долюбил, не доласкал. Но боль сильней всех аксиом, и вместо речи лезет бред, а вместо сердца метроном. И меркнет, меркнет этот свет. Храни вас Бог, будьте счастливы. Ух, вот знаешь, вот у меня всегда такое вот колебание, когда мне задают этот вопрос. Для меня рок-н-ролл в том состоянии, в каком живет он у меня в душе, он умер, конечно. Ну, это если смотреть на то, что происходит сейчас, да? Вот. Но в то же время появляются команды, которые будоражат кровь и говорят: о, вот это вот настоящий рок-н-ролл. То есть, наверное, все-таки жив. Ну что, короче, песня называется «Байкер Вова», правильно? Байкер! Vamos
началась с 2001 года. Вот. Изначально это было в школе, то есть мы с моим братом Георгием, ну сейчас его тут нет, вот, мы с ним собрали команду, и в принципе вот в течение нескольких лет мы вот оставались таким костяком, составы менялись, конечно, музыканты убегали, прибегали, то есть все это сотрясало долгое время состав. Ну, сейчас вот существуем так, в формате трио. Вот третий участник у нас это Саня. Он же Блэкер. Вот. Вот рядом. Так, да, он барабанщик, при том, что он гитарист. Ну, я барабанщик. Так получилось. Много у вас альбомов вышло вообще за это Альбомов, время? так, Творческий путь у вас какой? У нас были, конечно, всякого рода демо-записи, то есть, ну как, альбомами это было сложно назвать, потому что условия были разные, записи песен, там еще что-то. Вот недавно мы выпустили, как бы, дебютный альбом, «Шок-н-ролл» называется. Ну вот, в принципе, все старые вещи переписаны уже, мы переписали в новом составе, все эти вещи пошли туда. И сейчас с успехом, так сказать, распространяем. А какие у вас планы там на будущее, все такое? Я думаю, те же, что и всегда. Завоевать мир. По-другому никак. Это уже можно сказать, как... Не сказать, что болезнь, но время показывает, что уже почти 10 лет все в этом деле, и прекращать заниматься этим не хочется. Миш, я вот знал, от вас как бы басист ушел. Потеря на самом деле басист. очень чувствительная, Нет, он не да. ушел, он просто уехал на заработки. Да. Уехал на заработки, да, надолго. Он поехал Ну, искать металл подземный. Ну а сейчас что? Конечно, чувствительно, Подземный когда... его не устраивает. Да, то есть с каждыми, вот, в принципе, наш последний состав, вот, который был еще недавно, в принципе, был самый, можно сказать, такой оптимальный. Такой. То есть все наши и музыкальные вкусы совпадали, как бы, и, то есть, и желание заниматься делом. Ну, у каждого свой путь. Вот Заур выбрал путь подземный, шахтерский такой. Да, ну, пожелаем ему в этом удачи, потому что без рок-музыки ему там никак не обойтись. Мы еще с ним будем когда-нибудь играть. Да, конечно, надеемся, что поиграем еще. Ну, а пока, в общем, не попадаем, играем. В общем, жизнь продолжается. Вот скажи, вот как у нас в городе, там, в республике вообще это все, вся тема, она двигается, молодежь привлекается к этому, не привлекается. Насколько интересы вообще молодежи совпадают с вашим нынешним занятием? Ну, конечно, все двигается. То есть, уже, опять же, повторюсь, уже почти 10 лет, и, в принципе, можно, то есть, из каких-то наблюдений уже делать какие-то выводы. Конечно, все двигается. То есть, молодежи все больше на концертах именно, то есть, как бы, тусовка меняется, постоянно новые люди какие-то. И все больше людей узнает, что в республике вон какая жизнь кипит, то есть, в андеграунде. То есть, конечно, продолжается. Вот. Из групп, которые сейчас играют, в принципе, вот из таких опытных ребят, можно сказать, стариков, вот состоит группа God from the Machine, вот, то есть Саня вот лидер, он там по своей специальности, по гитаре и по вокалу, вот, и ребята тоже из других команд, а потом кто еще? Вот, ну, из старых команд, в принципе, ну как старых, то есть из тех, кто начинал как бы в начале 2000-х, это в принципе, мы и глюконат кальция еще, который тоже сейчас находится в таком, можно сказать, в расцвете творческих сил. Кто еще? Вот Lonely Day, да, которые Наши друзья тоже. бывшие такие очень тяжелые металлисты, но сейчас они играют очень мелодичную, качественную музыку и завоевывают поп-аудиторию. И как Ребята, а у вас показывают есть рок. место, где вы как-то собираетесь, встречаетесь там или еще что-нибудь? Мы собираемся, встречаемся. Вот, конечно, желательно все это делать на репетициях. Это самое как бы, классное, что может быть. То есть, ну вот, здесь Вот, можете посмотреть, это вот наше бревно, мы тут собираемся иногда. бревно, да. Сидим, общаемся. Так, чисто по-стариковски так. еще что-то. Вот. Так, конечно, радует, что не одни мы остаемся, тут еще ребята Тибериум, еще вот ты, Серый, вливаешь такую бардовскую струю в рок. Вот, кто еще? Девчонки тоже радуют своей творческой активностью, лукаут, то есть
ездят по Пятигорском, то есть весь юг России практически они объездили, молодца. Вот. Так что мы старперы тоже не отстают, да, Саня? Мы еще покажем, еще дадим прикурить. Ну что, пожелаю вам творческих успехов. Спасибо. Спасибо взаимно.
11 лет. Мы с Лорой, нам с Лорой пришла идея создать группу просто. Ну, Хотя на тот момент вы уже дружили вчетвером. Да, дружили вчетвером уже давно, довольно-таки, и решили просто создать группу. Почему бы и нет, типа, попробовать просто. Вот, и потом сообщили об этом Лизе, Кате, и, в принципе, так все получилось, все дали добро, и мы... Причем начали мы ее, задумывали мы ее без вот задней мысли о том, что мы девочки, что Да. очень мало женских групп и вообще очень мало у кого что Мы такое не знали, получается. как вообще, какие инструменты нужны, что это вообще все такое. Да, как бы да, нас никто, даже я и представления Лора, не имел, я, что такое музыка. я и Лора были дилетантами в этом деле. Вообще вот Лиза и Катя, они были, на тот момент уже имели музыкальное образование. Да, и поэтому вот, А у вас у кого-то есть музыкальное образование? Да, у меня и у Лизы у нас есть музыкальное образование. Вот. Ну и скажите, и как к вам в городе относятся? Ну как, честно говоря, как бы... Смотря как к чему, когда нас видели, допустим, когда нам лет по 12 было, когда мы ходили в черных майках, там, сари с какими-то чудовищами, все навешанные Все, что есть в железе, дома, да. все навесили. На вид как бы к нам относились не очень хорошо. ну, нас как, просто как к любому другому. Да, в Осетии Да. это было как бы дико, а в плане музыки, ну как, люди А знают. когда люди вроде- знают, что ты музыкой занимаешься, когда им просто говоришь, что ты На музыкант, первый наш они- концерт, когда люди пришли, они офигели от того, что девочки 14-летние выступают, играют рок. В общем, было очень приятно. Ну вот с тех пор нас год любили. Сейчас просто никто не слушает. Нас год любили, а теперь никто не слушает. А что это приелось народ? Скажите, а вот самореализоваться вообще возможно в нашем городе? Я Ну, считаю, в В нашем не городе сложно. самореализоваться можно, то есть быть как группа, быть так, чтобы Официально. тебя знали все Да, но остальные. пробиться куда-то, как бы Да. отсюда очень, Очень тяжело. тяжело. Может быть и возможно, но очень тяжело. Надо разъезжать, пиарить себя как бы по всем городам, как бы, ну, где возможно. Да, на данный момент мы себя уже в нашем городе поставили как официальная группа. Вот, но надо, как бы, мы считаем, что надо продвигаться вперед. Сейчас мы покоряем Ставропольский край. Как бы, играем, Спасибо да. Генриху. Да, Генри, И спасибо. блокпост. И блокпосту, да, за то, что вот они... Маме, папе. Да, хотя родителям в первую очередь, мне кажется, огромное спасибо. Да, на самом деле родители Да, нас за то, что они очень сильно поддержали и в плане и финансовом, спонсировали и в очень. моральном плане. Да. Потому что когда мы начинали, естественно, у нас не было в 14 лет, в 13 Ни денег, ни денег, ничего, да. ничего. Но вот знаю. родительская вера в нас очень нам помогла. То есть, как бы родители не сказали, типа, да ну, у нас вас нафиг, там, ничего у вас не получится, а наоборот. То есть они обрадовались, что как раз таки вот у нас группа получится, что девочки чем-то занимаются, и вот они нас в этом плане спонсировали. Купили нам инструменты, помогали как-то Да, морально. с самого начала, когда мы были когда еще маленькие, когда только задумали группу, как бы все родители думали, что это как бы, ну, мы дети там, что в голову не придет. И вот только Настина мама как бы сказала, давайте попробуйте. Когда начало получаться, уже родители поверили в нас. Вот такое еще бытует мнение у нас, что вы очень скандальная группа, это правда? А скандальная, смотря в каком плане. Просто был, например, момент, когда мы там что-то могли не поделиться с звукорежиссером. Да. И когда после этого Ну, была наша вина, но да, это мы была это наша признаем. вина. Да, это мы Ну, в признаем. принципе, Как не, бы особо первым скандалов клинком, не как было. бы. А смотрела в каком, с какой позиции скандальная? Почему еще? например? Скандально в плане именно в составе группы или за пределами группы? Да во всех отношениях. Нет, ну вот Между собой в скандалов составе, сколько мы уже существуем, сколько мы дружим, не было скандалов никогда. Чем мы очень сильно гордимся, в принципе, что никогда никто не ссорится, все друг друга понимают, есть понимание, все, ну как бы вот. А если считать, что разлада группы с кем-то, то были, да. Закрылись вопрос. Со звукарями, вот с нашими были, то есть какие-то проблемы, недопонимания. Слава богу, с музыкантами у нас не было никогда проблем, потому что Недавно, совсем недавно был. Мини-скандал, вот хочется свою точку зрения как-то отстоять, и, наверное, за счет этого получается, не знаю, может, даже какие-то истерики и очень да. громкие слова. Но, в принципе, я никогда ни один скандал не принимала как скандал. Просто я... Да, если честно, вот я, например, считаю, что у нас очень эмоциональная группа. Скандал, это как бы громко связано, по сравнению с другими группами, как бы в городе может быть, а по сравнению там
за всякими Я знаменитостями. просто считаю, Как вы думаете, а вот если будет больше концертов у нас в городе, и может ситуация все-таки поменяется в какую-то большую Поменяется, такую... да, по-любому, потому что у нас просто мало. я считаю, смотря какая программа, как-то какие группы. Я считаю, что нужно привозить больше рок Да, из других городов. городов. Я тоже так А вообще никого не привозили, по-моему. Мы привозили, А, лично вы, мы лично вы, да, да. Блокпост и сопротивление сопротивление город город Георгиевск. Блокпост и Ессентуки, и, да, и Сопротивление города. Ну и что, вот я был тогда на концерте, довольно-таки много было народу. в Я бы не сказал. В доме кино Да, приезжих там иллюзия. Там кажется, что много народу. Что маленький, на самом деле это мало народу. Вообще Дом кино это у нас такое рокерское место. Да, это более место. клубного такого рок-клубного типа, короче. Там поэтому- классный туалет еще, и кафе тоже классное. Да, там вообще, там обстановка очень классная. На сопротивление туда тоже, в принципе, много народу пришло, и все под впечатлениями остались, всем очень до сих пор понравилось. вспоминают. Все до сих пор эту группу вспоминают, как бы Просят, сопротивление. чтобы мы еще привезли. Да, вот. Вообще, вот я скажу, в свете всех наших команд у нас тут довольно-таки много слушателей на самом деле. Просто это, мне кажется, надо все-таки вот с другой точки подойти к этому. Просто ко всему. плохая реклама, в принципе, Если бывает. так И вообще никакой не бывает, Да, если бывает что. вообще И вообще, у нас был один раз такой, как бы, как сказать, Казус. ну да, как бы первым блинком, как бы мы решили сами организовать концерт. И больше мы не будем никогда И их да, мы сказали, что организовывать. больше мы не будем организовывать Ну, в смысле, концерт. У нас только Жалко, с что металлургом у нас всегда получалось организовывать. Но это потому, что нас там и давно знают, и потому что... Ну, отношения как бы дружеские такие, а в Доме кино у нас не получилось организовать концерт. Точнее, получилось, но не совсем как мы планировали. Мы считаем, что нужно вот группами дружить очень хорошо и постоянно делать концерты. Я Так тоже веселее. так думаю. И это будет... И это как-то вот более серьезнее будет получаться. В силу, потому что если все разобщенные, вот оно не пойдет здесь. Я сама, например, очень люблю ходить на рок-концерты, когда вот там бывает шоковая терапия, Тиберия, God from the Machine, это вообще И лучше. когда вот все вместе, хочется на всех посмотреть, всех увидеть, услышать. Так намного веселее, нежели одна группа устраивает что-то. Конечно. Нет, трибьюты это очень хорошо. Lake of Tears был вообще замечательный концерт. Металлика. Ну, все концерты, которые были, трибьюты очень хорошо получились. Не, в принципе, однажды было. А вот в этом году ни одного трибюта не было, ни одного. Да. Ну, я Все вот разленились. возьмем группу Борода и Злость, которые, в принципе, они, Ну, они любили, они часто организовывали трибьюты, но они уехали. Тут там 15 регион тоже уехали. Like of Tears они вообще, ой, Like of Tears говорю, эти, Original Sin, они тоже распались. И просто группы, которые остались, ну, может быть, у них просто нет возможности устраивать трибьют, у них нету возможности таких, чтобы Я даже не по делу пятую минуту. Поэтому как бы, Да, ну вот. Мы хотим, чтобы в 15 регионах Борода и Злость разжевывались, да. мы их любим очень. Если бы они хотя бы собрались в Москве, куда они там Не, уехали. Борода и Злость, в принципе, нам очень помогли однажды в свое время. Микромакс, да. они Да и очень не только, каждая группа нам как-то помогала. Миша, Миша и Шоковой терапии очень Теперь большое ему огромное спасибо. Да, то, что они нас пробили как-то тоже, пробили в плане, что приглашали на какие-то концерты. Миша, шоковая терапия, Микромакс, Борода и Злость. Генриху, кстати, вообще этот памятник поставить надо. И блокпост. В общем, как бы... Восток-Запад, офигенный да. клуб, мы его обожаем, правда, он закрылся. Вот, и мы очень любим его. А какие у вас дальнейшие планы? Закрытие мотосезона, закрытие мотосезона выступит там, потом мы напишем такие. Мы, в принципе, думаем по Краснопольский край покрыть, потом планируем как бы в Москву, Да, на фестиваль Москва. пробиться. Сначала весь Кавказ надо На Кубань. Кубай, думаем, В Таганрог съездить, в Сызрань, в Самару, в Псков обязательно попасть. Еще мы хотели вот в Греции пробить Сашу. Не, ну, конечно, планы у нас огромные. Да. Возможности очень мало. Очень мало. Из-за школы как бы у нас не все получается. Учеба, да. Да, учеба. Одно другому мешает немножко. Вот. Лукаут любят вас! Южнее некуда!
Спасибо. Он погиб. Они пали смертью храбрых в борьбе против попсы. Вот, скажем так. Но на самом деле все это безобразие началось 5 лет назад. Ну, почти. Началось оно с тупой такой идеи просто играть музыку какую-то. Никто пока, правда, на тот момент даже не знал, как, что, зачем, почему. Чем это все закончится, во что это все развьется, и будет ли это продолжаться каким-то образом долго или как-то через какое-то время в быстром порядке исчезнет. Но вот пока что это существует. Ну, из того старого состава остался только я. Константин Топчиев, чтобы знали, вот, если кто не знает. А так, в данный момент со мной играют Арчил и Ряули, вот, товарищ. Я. Вот. И товарищ Сид, которого знают как Сид. Зовут его Александр Серебряков на самом деле. Вот так раскроем мы тайны. Вот. Да, вот такой вот я плохой мальчик. Да. Вот. Был у нас еще, ну, некий человек, вот, который, в принципе, уже... Ну вот пока что, вот втроем на данный момент. В каком направлении вы играете? Вообще, сейчас сложно определить это, потому что есть и панк, есть хард, есть русский рок. Вообще, изначально все это задумалось как русский рок, но потом уже как бы с приобретением навыков каких-то или вообще просто, ну, благодаря тому, что слушать уже, кроме русского рока, стал, например, я, больше, и группы, которые я выбирал, были все интереснее и интереснее, как-то вот все это переросло в такое вот непонятно что. Ну, в большинстве случаев, в большинстве песен это все-таки панк русский, такой, с русскими текстами. Ну, я бы не сказал, что это именно такой панк, какой обычно его воспринимаю, то есть тексты более философской направленности и более смысловые. У вас существует конкуренция с другими группами? Интересный вопрос. Коварный. Сейчас скажу да, будет одна реакция. Скажу нет, будет другая. Нет, на самом деле, да, сложно сказать. Мы, в принципе, ну, я бы не сказал, что конкуренция, потому что все мы делаем одно дело. Все мы знакомы друг с другом. Среди музыкантов, по крайней мере, нашего города. Со всеми ребятами общаемся, поддерживаем какие-то дружеские отношения. Бывают какие-то, конечно, такие терки. Ну, это все временно, все мы, что называется, люди. И вообще, ну как такой конкуренции, ну не знаю, я бы не сказал, что есть конкуренция, и вообще, чтобы как бы, ну, не буду говорить, сложно так сказать. Кто-то, может быть, и считает нас конкурентами. Ну, мы как бы так, стараемся не разделяться, не разделять. Главное, что мы в своем стиле одни. Больше Ну вот да. наш стиль в Вот нашем добавить, городе что никто не на самом играет. деле, Да что в нашем городе, можно сказать, в большей части России. Даже вот так. Потому что такая музыка уже потихонечку вымирает. Сейчас больше идет, требуется хард, более уже такие массивные ударные. Там, и наподобие коррозии металла, можно так сказать. Такое востребовано. А такое уже потихонечку отмирает. Наподобие гражданской обороны. Ну как молодежь воспринимает вашу музыку? По-разному. По-разному. Есть, конечно, определенные
некоторое количество людей, которые это одобряют, которым очень нравится. Есть также, ну, не противники, но как бы не особые любители этого. То есть, конечно, отрицать что-то именно, какой-то вид музыки нельзя, и говорить, что чья-то музыка плохая, тоже нехорошо, потому что каждая музыка имеет право на существование, любое творчество, оно похвально, и это хорошо. Но по-разному, в общем, люди оценивают. Ну, мы бы хотели бы, чтобы было больше, конечно, тех, кто любит то, что делаем мы. Как вы относитесь к женским группам? Ну, это весьма так... Ну, девочки. Девочки, это хорошо. Ну, смотря тоже какие девочки. Есть девочки с разными штучками, есть такими штучками, есть другими штучками. И девочки с большими гитарами. С маленькими штучками, с большими штучками. Он пошляк на самом деле. Вообще... Я имел в виду об инструменте, а уже Ну, каждый понимает в меру конечно. своей испорченности. Не, вот это, допустим, это большая штучка. Вот это большая, она длинная. А вот у нас, вот у него это маленькая, она маленькая, короче. А у этого вообще вот... У этого нету штучки на самом деле. Это очень большая штучка. Возвращаясь к вопросу, женским группам, ну, можно сказать, что, конечно, это имеет право на существование. Это такое, как бы... Сьюзи Кватро, Дженнис Джоплин. Да. Ну да. На самом деле, это не так часто встречается, это, в принципе, интересно. Потому что интересно и необычно. Ну, как бы то, что девушки берут в руки гитары, там, ударные, ну, не в руки садятся за ударные, делают какую-то музыку. Это, в принципе, смысл такого. Что-то как-то... Вот заинтересованность, конечно, в этом есть, со стороны по-любому. Но я лично отношусь, ну, положительно, в общем-то. Почему нет? Что вам дает толчок к написанию песен? Ой, это на самом деле вот этот сложный вопрос для меня лично, потому что песни пишутся порой просто, ну, если есть какие-то мысли определенные, то есть, ну, конечно, да, что-то, наверное, порой навевает, но, как правило, это приходит само по себе, не потому что мне, конечно, так захотелось, вот я что-то написал, а просто вот появилось и есть, на самом деле. Получается порой, вот, ну, как, ну, может быть, для меня это очень хорошо, кому-то может не особо нравится. Но я считаю, то, что выходит неплохо порой. Вот. А так, определенного я, например, за собой не замечал такое, чтобы что-то на меня повлияло. Пишется и пишется. Ну, наверное, музыка тоже, конечно, влияет. Если я, например, послушаю какую-нибудь песню хорошую, смысловую, я начинаю уже размышлять на какие-то такие темы, и, может быть, какое-то ответвление происходит тоже, каких-то своего взгляда на проблему, например, в той или иной песне. Но это не говорит о том, что я там что-то где-то содрал. Просто потому, что темы-то похожи все. А вот такая сторона вопроса, допустим, что положительного в группе? Что оно несет в массы положительного именно? И такой же вопрос, что оно... Некогда! Южнее некуда, говори! Говори, южнее некуда! Говори, южнее некуда! Ты чё жопишь? Южнее некуда, кричи, сука! Короче говоря, южнее некуда. Да. Южнее некуда. Ладно, наверное, все-таки не будем мы обижать Сережу. Хотя сейчас мы запись закончим, мы его побьем и отберем у него камеру. Вот. Скажем, пожалуй, правильно это. 3-4. Южнее некуда. Эй, ну посмотри на руку, а уже там досы
начиналось все это дело во Дворце пионеров. Я там работал 10 лет звукооператором, и у меня была комнатка поменьше этой даже еще, вот, завалена хламом, старенькая студия. И вот мы это вычистили, вынесли и начали там, ну сказать, нелегально. То есть я никого не ставил в руководство в известность, да, о том, что вот мы там будем, я организовал команду, будем играть. Просто ребята, которыми занимались, ну, которые вошли в первый состав, они все тоже занимались в Дворце пионеров, и у них был доступ, и поэтому кого все я завел в кабинет, там мало кого интересовал. Вот. Ну, потом, когда это уже вышло на таком уровне, когда появились барабаны, все, стало громко, конечно, там были моменты, когда нас, наверное, даже выселили, ну, как группу, выселили. Вот, и мы перешли в дом офицеров на полгода. Вот, там вообще гадюшник полнейший в этом доме офицеров был. Там очень несчастливое помещение было в этом плане, потому что там переиграли практически все группы города, ну, я имею в виду того поколения, вот, и всех оттуда выгоняли. Вот. По каким-то причинам, я не знаю, ну там как бы ребята, конечно, может там не занимались там, скажем, чтением стихов, да, вот, и там пиво, вино попивали, но они, в принципе, не дебоширы, ничего. Вот, но вот по этой причине их выгоняли. У нас в группе 3 девочки было, у нас до сих пор в группе нет курящих людей. Вот, хотя мы можем, тоже отдыхаем, мы можем позволить себе там алкоголь употребить, но не на репетициях. Там всегда пили чай, все. И все равно нас поперли оттуда. А потом следующая группа, которая там была, Metal Zone, они нас тоже прекрасно знают. Они спросили, почему вот вы их выгнали. Они сказали, что мы такие начали не бордель устроили. Ну там, дайте сигнал. 3, 4, южнее некуда. Застывшие камнем на ветру, и солнце хлынуло ручьем сквозь дождь по глади рек. Восторг моей груди